Привет, друзья! Все, что нужно девочкам на моем канале: красота, здоровье, косметика, гигиена, пластическая хирургия и даже правильное питание. Ну, естественно, все, что нужно нам для красоты. И сегодня я не одна, как вы успели заметить. Сегодня я с классным человеком, с основателем компании Slim Factor, знаменитым доктор Лодырем, еще и фитнес-тренером, красивым мужчиной Дмитрием Чирковым. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, друзья. Раз. Сегодня мы будем готовить. Вообще, сегодня я хочу попросить вас, Дим, показать нашим девочкам. Вот я тоже очень мало готовлю дома. Но таким женщинам, как мы, да, которые вечно заняты, вечно бегают, как можно дома быстро, вкусно, не очень дорого и безопасно для своей фигуры приготовить что-нибудь такое полезное. Давайте уйдем от нашей традиционной кухни, то, что мы всегда привыкли готовить, наши вкусняшки, да, национальные, там, всякого рода мучных изделий, да. Вот, поэтому мы сегодня будем готовить с вами классический вариант ПП-питания. А на чем она основывается? В первую очередь это высокое содержание белка и минимум калорий. Как этого достичь? Поэтому берем мы сегодня, вот у нас будет замечательная рыбка, наша форелька. По своему составу она очень обогащена белками, вот, с минимальным содержанием жира, но даже тот жир, который там содержится, он очень полезен для нашего организма, потому что содержит большинство своем такие полиненасыщенные жиры, как омега-3. Да, знаменитые омега-3. Да, все слышали об этом омега-3. Омега-3. Вот, поэтому в рыбе, таких как форель, лосось и семга, также скумбрия, этих жиров очень много, и они полезны для нашего здоровья. Но опять же, в любом случае подчеркну, жиры есть жиры, поэтому они несут за собой лишнюю калорийность. Поэтому все должно быть в меру и правильно сбалансировано. Поэтому... Какая у нас рыба? Форель. Форелька. Форелька, причем наша, кыргызстанская, родная форель. Да, мы едим только по своим свойствам она ничем не отличается там, от норвежской семги и так далее. То есть по составу биохимическому, там, по витаминно-минеральному. Говорят же, что нужна морская рыба, которая проплыла там много всяких заводей, съела много водорослей, а вот эти форельки, которые в прудах, там никаких омега-3 в них нету. Как вы к этому? Будем считать, что у нас эта рыбка в нашей горной речке плавала. Поэтому будем считать, что изначально она даже лучше, чем где-то она плавала там в Норвежском океане, да, там где-нибудь там рядышком. Вот, поэтому по своему составу на 100 грамм форельки у нас этой рыбы приходится 22 грамма белка, 6 граммов жиров. Вот. И поэтому она с точки зрения спортивной диетологии, она нам очень полезна. А насколько этого хватит, 22 грамма белка? На целый день хватит? Вообще за разовый прием пищи организм должен получать около 30 грамм белка. Так организм устроен, наша пищеварительная система, то что за один прием пищи больше 30 грамм белка животного происхождения не усваивается. Поэтому нам нет смысла, например, употреблять большое количество мясных продуктов за один прием пищи. Лучше разделить их в течение дня на несколько приемов. А можно такой вопрос? Вот белок в рыбе и белок в красном мясе – это одинаковый белок? По своему составу белки животного происхождения, они имеют одинаковую, так сказать, одинаковый аминокислотный состав. Поэтому если брать, сравнивать белки растительного происхождения и животного происхождения, то состав у них аминокислотный совершенно разный. И то, что касается, особенно для тех, которые занимаются, для людей, которые занимаются спортом, физическими нагрузками, нужны белки именно животного происхождения. Поэтому для... Веганы не могут быть спортсменами. Да, я убежденный антивеган, не буду кого-то обижать, у кого-то свои там предпочтения. Вот. Но объясню просто это так. Для восстановления и строительства мышечной массы, мышечной ткани нужны белки именно животного происхождения, потому что они содержат и богаты очень тремя аминокислотами, это лейцин, изолейцин и валин, что очень катастрофически мало и практически отсутствует в белках растительного происхождения, в той же самой гречке, в злаках и так далее. Там белки есть, но аминокислотный состав совершенно другой. И то, что касается злаков,
там большая часть это наши, конечно, содержатся углеводы. Вот, поэтому нам, чтобы иметь красивую фигуру подтянутую, тем более кто хочет скорректировать ее, где-то поднарастить, так как сейчас тренд модный, ягодичные мышцы поднарастить, животик. Это возможно вообще? Убрать. Конечно, возможно. Вот, даже несмотря на то, что кто-то обижен немножко генетикой, это возможно сделать, но упорство и труд нужно, конечно, приходить именно в тренажерный зал. То есть для того, чтобы снизить вес, можно заниматься любым видом спорта. Бегать, прыгать, домашние какие-то упражнения. Но самое главное соблюдать диету, потому что 70% успеха зависит именно от соблюдения режима правильного питания. Вот. У меня есть подруги, которые говорят, я ничего не ем, я не худею вообще. Врет. Я ей тоже в лицо сказала, ты врешь. Раз. Во-вторых, нету физической нагрузки абсолютно никакой, то есть человек не двигается, поэтому да, именно не так. худеет. Обмен веществ очень замедленный, тем более есть такие случаи, когда человек действительно не ест, и он не стройнеет. Не задавались вопросом, почему? Потому что, скорее всего, были такие моменты, когда человек соблюдал какой-то режим питания голодный, неправильный. То есть я всегда говорю, жесткая диета, когда... Если вы хотите постройнить, нужно есть по 5 раз в день. И вот у всех такое изумление, как так? Есть по 5 раз в день. Есть, но правильно. Причем должно индивидуально рассчитываться калорийность вашего рациона с учетом вашего метаболизма. Вот, и с учетом вашей повседневной активности. Одно дело, вы сидите в офисе, да? Да, одно вам дело, нужна сидите такая в вот офисе. калория. Другое дело, вы занимаетесь физическим. Да, те же самые энергозатраты, нужно все это просчитывать и учитывать. Ну, вот чем мы и занимаемся, в общем-то. Спасибо. Когда люди к нам обращаются, приходят в Леоник, наш тренажерный зал, вот мы, соответственно, каждому находим свой подход, делаем расчет, составляем меню, предлагаем функциональное питание, кому лень вообще готовить, да, замечательно, размешал коктейль, выпил и, по сути, получил те же самые белки, жиры и углеводы. Без особого напряга. Без особого напряга, быстро, не заморочисто и очень эффективно и полезно для здоровья. То есть коктейли Slim Factor это не считается жесткой диетой? Абсолютно не считается, потому что это, по сути, является заменителем питания. Ну, я такая голодная была на этих коктейлях, я не Легкое чувство выдержала. голода допустимо. Вот. Еще есть такой момент, то, что для тех, у кого вес превышает 80 килограмм, я вот рекомендую, как раз-таки есть отдельное меню рекомендованное именно для тех, кто принимает функциональное питание Slim Factor. Вот, то есть допускается один дополнительный прием пищи, вот он именно идет на обед, а уже остальные приемы Slim Factor переносятся на полдник и на ужин. Здорово. Вот сегодня мы как раз будем готовить один из рационов, который рекомендуется под приемы коктейлей Slim Factor. Он может быть как отдельным самостоятельным приемом пищи, вот, так и под программу «Два шага к успеху», когда мы функциональное питание меняем на правильно сбалансированное. Ну что ж, приступим. Для того, чтобы нам приготовить одну порцию, один прием пищи, так сказать, здоровый, нам потребуется 200 грамм этой замечательной форели. Мы ее после очистки, у нас останется немножко меньше, порядка там 180 грамм. Часть у нас идет на очистку, на обработку. И в итоге, когда мы уже запекем эту форель, причем мы ее будем запекать в фольге, чтобы она не потеряла все свои свойства, сочность, чтобы не была сухая, когда вот у многих стереотип такой, что правильное питание это что-то такое сухое и безвкусное. Да. Да, поэтому мы сейчас разделаем эту рыбку, выберем хорошую часть филейки, замаринуем и дальше отправим на готовку. Yes, поехали. Так, ну что, разделали мы рыбку. Этот процесс немножко такой нудный, может быть, не всем понравится, поэтому по желанию можете уже готовую, очищенную приобретать. Вот. Я знаю, что он вам не нравится, этот процесс.
Я уже знаю. Ну а что делать? Вот. Поэтому у нас вот такие получились аккуратненькие кусочки. По весу примерно каждый 200 грамм выходит. То есть это ровно столько, сколько нам нужно. В принципе, организму нашему на один прием пищи нет необходимости объедаться. Да, вот когда вот сейчас как раз теплое время года, все стараются ехать на шашлыки и едят просто мясо в неограниченных количествах. Не скажу, что это плохо. Если вы переедите мясным продуктом, это хуже для вашей фигуры не будет. Единственное, это будет плохо для желудка. Плохо для пищеварительной системы, потому что она не рассчитана на такое большое количество приема мяса. Да, поэтому... Дима, можно вопрос? Да, давайте. Казалось бы, мы все знаем, да, что такое ПП. Вот что такое ПП, по-вашему? Если просто вот ваше понятие ПП. Правильное питание, во-первых, для меня ПП оно должно быть правильно сбалансировано по своему пищевому составу, так сказать. То есть вы смотрите на калорийность каждого продукта, составлять или... Ну да, смотрите, если перед нами стоит какая-то цель и задача, например, там кто-то хочет мышечную массу набрать, то мы должны в сторону больше углеводов уходить, нежели белков. Если кто-то хочет постройнеть, снизить процент жировой прослойки, так сказать, в организме, тогда нам нужно уходить в сторону белков. Поэтому для меня ПП, оно бывает разное. Либо на повседневку, когда мы хотим обычную форму держать. Вот. Ну, соответственно... Либо мы хотим нарастить мышечную массу. И в большинстве своем, да, если мы вот там вбиваем сейчас в Google какое-нибудь правильное питание, вываливается куча фруктов в первую очередь. Хотя я считаю, это тот же самый сахар, запомните это все. То есть не, если показывают фруктоза, не глюкоза. Фруктоза это та же самая глюкоза, да? По сути своей. Да. То есть только небольшой у нее гликемический индекс, чуть-чуть пониже. А так по сути это тот же самый сахар. И вот это вот одно из заблуждений, когда люди думают, вот я сейчас буду налегать на фрукты. И почему-то не стройнею. Потому что тот же самый сахар. Поэтому во время снижения веса, особенно снижения процента жира, от фруктов, ребята, отказывайтесь. От всех фруктов? Максимум одно яблочко можно там на перекус съесть и все. Авокадо? Авокадо очень жирный. Представляете, растительный фрукт. Поэтому оно такое вкусное. 20% жирности. Обалдеть. Да, и сейчас вот очень много новомодных диет, кето-диет, где вот всегда у нас авокадо, да, вот перед глазами на картинках. Ну, я считаю, что это немножко заблуждение. Вопрос в дозировке, так сказать, вот, и в рациональности применения. А также в любом случае калории всегда нужно считать. То есть даже если вы едите фрукты, вы не думайте, пожалуйста, что их можно есть в неограниченном количестве, они абсолютно всегда помогут сбросить вес, да? То есть надо знать, в каком фрукте что содержится. Что содержится и вопрос в количестве. Поэтому в день, когда вы сидите на диете, на снижение веса, я рекомендую не более 100 граммов любого фрукта, в принципе, можно. Вот, не более 100 граммов. Вот. А в идеале вообще лучше отказаться, а переходить именно на овощи. Меньшее содержание сахара и, соответственно, меньше калорийность. Поэтому фрукты, ребята, это заблуждение, которое нам вот внушают через экран монитора, телефона либо компьютера. Поэтому не смотрите на вот эти все всевозможные пропаганды фруктовых диет. Не бывает фруктовой диеты, не похудеете вы никогда на них. Короче, девочки, на яблоках не худеем. Что дальше? Так, нам теперь нужно замариновать это все. Мы это все нарезали красиво. Приправой, любыми специями, на ваш вкус и усмотрение. Вот у нас есть одна приправка, мы ей воспользуемся. Приправа для рыбы? Для рыбы, да. Мы берем универсальную приправу без заморочек. Там уже какой производитель абсолютно не имеет значения. А у меня где-то была вообще для рыбы приправа. Мы так хорошо посыпаем. Тщательно это все с двух сторон рыбку. Маринуем, чтобы придать ей вкус. Когда человек делает свое дело с любовью, прям так приятно смотреть. Вот честно, Дим, вам комплимент. Главное с нежностью, так, с любовью. С нежностью, да. Прям рыбка. Сори, я после операции, поэтому я без фартука, я не помогаю, я буду только любоваться. Как Дима готовит. Любуйтесь. Красота, честно. Так, еще такой момент. Вот на самом деле обратите внимание, вот Айнур, вам показываю, вам показываю. Содержание жира не такое уж и большое. А как вы узнали?
по прослойке. Жирка мало, да? Да. Мгм. Я вообще не люблю жирную рыбу. Хотя форель, она обычно такая, жирненькая, да? Относительно. То есть она относительно диетическая считается. Вот. Самая, Семга жирная. самая вообще семга, да, она пожирнее идет, форель нет. Вот. А самая диетическая рыба, ее никто не любит, конечно, она промысловая, ее советские люди очень хорошо Селедка. знают. Нет, не селедка. Минтай. Минтай? Да, она считается самой диетической костистая рыбой. такая, да? Она костистая, но зато с точки зрения соотношения цены и качества и содержания белка, она считается просто идеальной для Снижение веса. снижения веса, Все, для будем поддержания экономить режима. и есть минтай. То есть есть у кого возможность приобрести форель или семгу, ну, конечно, да. А так в основном, естественно, более доступная сейчас на нашем рынке это тот же самый пресловутый минтай. А голову мы не будем? Ну, мы ее обязательно запечем. Я просто люблю голову. Как знал, как знал. Да. Расскажите, вот мы за кадром поговорили о масле. Вот как-то вот мы все зациклены на оливковом. Я недавно купила за 700 сомов бутылочку, я ее 2 дня излила на салаты, вот. И сейчас же мы собирались запекать или что там делать на оливковом. Сказали, это бесполезно. Мифы АПП, скажем так, давайте будем развенчивать. Давайте их будем развенчивать. Ну, пускай меня будут недолюбливать производители оливкового масла. Я вам так скажу, что Пускай нам заплатят, мы похвалим. были произведены исследования, и в принципе вот эта вся надуманность о сверхпользе оливкового масла, она чересчур преувеличена. Кстати, берем лимончик, для рыбки это очень важно, и прям вот так вот выдавливаем. Рыбка любит лимончик, да, я заметила. Да. Даже обратите внимание, когда вы в ресторане заказываете блюдо из рыбы, особенно вот, в частности вот красных сортов, да, красного мяса рыбки, обязательно приносят к блюду лимончик. Потому что лимончик придает определенную пикантность ко вкусу. Но мы лимон здесь используем для маринада. Ну и также мы потом его, когда будем выкладывать это все сервировать, Украшать будем лимончик. будем украшать лимончик. Так что там ОПП? Об оливковом масле. Да, об оливковом масле. Мне Вот. прям На самом хочется. деле это очень все сильно преувеличено, то что там высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Вот. По сути, ничем особо не отличается от любого растительного масла. Особенно при жарке. Единственное могу отметить, в чем есть, например, некоторое преимущество оливкового масла, если оно холодного отжима. Потому что, как правило, у нас все масла идут рафинированные, не холодного отжима. Вот, то, естественно, пользы больше и сохраняется больше полезных питательных веществ в виде витамина Е того же самого. Дима, вы который очень покупаете кукурузное полезный. масло? Кукурузное масло нет. Нет, а какое вы покупаете? Какое вы любите? Обычное растительное рафинированное масло. Рафинированное масло. А там всякие там вкусности кукурузные, там еще какое-то. Зайдешь сейчас в любой супермаркет, и прям глаза разбегаются, думаешь, какое же он все Я вам так скажу, полезное. с точки зрения какой-то полезности, если это холодного отжима, то же самое льняное масло. Очень полезно, действительно. Вот, по сравнению даже там, с тем же самым оливковым и непонятным, где оно произведено. Опять же, все зависит от, так сказать, от честности производителя. Потому что иногда пишется на коробке один состав, а насколько эта технология была выдержана, чтобы сохранить все эти питательные и полезные вещества и свойства этого продукта, это уже другой вопрос. Поэтому Да, я вас понимаю, потому что эфирные масла то же самое. Можно купить за 150 сомов бутылечек, а можно купить за 1000 с лишним. Но Можно есть такая купить за поговорка: евро. дорогое не всегда лучше, а дешевое не всегда худше. Да. Поэтому нужно выбирать оптимальный вариант. Добавляем немножко маслица. Немножечко, буквально, ну вот на нашу целую рыбку, на столько кусочков. А для чего? А маслица Немножко. нам потребуется для того, чтобы получить определенную корочку. И чтобы, когда мы будем обжаривать и запекать, сок из рыбки наш не выходил. Вот. Это, в принципе, делается и при маринаде мяса для шашлыков, кто знает. Вот. Прям любуюсь, да, как он готовит, Замариновали, оставили при комнатной температуре, не обязательно в холодильник это ставить, на 2 часа. Красота. Так, ну что, теперь начинаем приготовление.
Чтобы у нас рыбка получилась сочной и сохранила свои свойства, мы ее должны сначала обжарить, желательно на гриль-сковородке. Вот что такое гриль-сковородка? Это вот с такими вот ребрышками, которые нам еще красоту придадут. Не зря я Масло ее купила. используем очень-очень мало, поэтому я вот беру вот так вот просто буквально тонким слоем это все мы размазываем. И теперь кусочки выкладываем для прожарки. Ой, какая красота. Просто вообще шик, блеск. Так, ну у нас все, к сожалению, за раз не получится, поэтому, Айнур, ваша любимая голова и хвост Ну ладно, я ее как-нибудь сама обращаю. останется на потом. Это будет ваше домашнее задание для самостоятельной работы. Окей. Опробируем мою новую гриль-сковородку, кстати, я ее прям это... Ну да, мы ее прям с целлофана здесь вытащили. А закрывать ничем не надо? Нет, закрывать не надо, тушить мы не будем. Мы будем как раз вот, у нас есть замечательный аэрогриль. Можно, конечно, дальше запекать и в духовке, но мы будем пользоваться нашим аэрогрилем. Ставим на 180 градусов и на прогрев. Пока у нас рыбка будет обжариваться, наша, так сказать, мини-духовка такая будет готовиться. Дима, а вот обязательно обжаривать, потом проваривать? Или можно просто сразу обжарить? Это вот Обжарить, впечатление ПП. смотрите, нам, к сожалению, не хватит здесь масла, да, у нас просто рыбка сгорит, но нам нужно запечь ее, потому что при жарке теряется очень много свойств полезных, что у мяса, что у рыбы, что у птицы. Поэтому мы прижариваем только верхний слой, чтобы запечь такую корочку, а дальше помещаем в духовку, и вот этот вот обжаренный слой не даст нам потерять лишнюю влагу в нашем продукте. Круто. Вот. Круто. Так, Айнур, а есть какие-нибудь щипчики? Чтобы Щипчиков переворачивать. нету, блин. Ладно, тогда будем руками делать. Давайте Хотя бы вилочку, да. Да, я куплю щипчики следующего раза. Обязательно. Так, Вот почему, да, сначала зажаривать. проверяем. Ну, у нас До корочки. в процессе. Да, до корочки. Ну, самое главное, не спалить. Хозяйка должна знать свою плиту, Если она готовит. если она готовит, да. Нет, мне кажется, многовато. Рыбка у Давайте нас, поменьше. да, давайте поменьше сделаем. Рыбка у нас уже очень Палится. нежная, уже даже чувствуется, что она очень хорошо протыкается у нас. И прям будет вкуснятина. я Она уже вчера прям еще это плавала. чувствую. Совершенно свежая. Подгорела, да, немножечко или нет? Ничего страшного. Мы сейчас вот так вот замену сделаем. Ой, она прям нежная и сочная будет. Прям суперская. Мы процедуру провели, обжарили рыбку с двух сторон. Получилась такая корочка у нас красивая. А дальше у нас идет процесс запекания в аэрогриле. Вы можете это делать в духовке, у кого такой штуки нету. Не принципиально, но вот эта вещь, она очень удобная. А чем духовка отличается от аэрогриля? Да по сути ничем. В общем и в целом. Единственное, ну сейчас духовки идут современные, аэрогриль он отличается тем, что идет конвекция. То, что здесь вот у нас помимо нагревательного элемента есть вентилятор, что позволяет равномерно обжарить и провести жар по всему продукту. Ну, в современных духовках это предусмотрено, есть печи с конвекцией, есть без конвекции, есть пароконвекционные печи. Все, оставляем на 30 минут, 180 градусов. Ждем. Пока наша рыбка запекается, мы сделаем салат. У нас есть такие замечательные помидорки черри. По своему свойству и составу они в принципе не отличаются от обычных. Вот, только томатов. хотела спросить, чем отличается Абсолютно черри? ничем не отличаются. Они такие дорогие, зараза. Да, вот именно, что они дорогие, но они такие красивенькие, эстетичные. Эстетичные, Но раз да. они у нас уже есть в наличии, значит мы будем их использовать. Они у нас уже предварительно помыты. Они просто красиво смотрятся, Они да? красиво смотрятся, да, как правило, они используются для сервировки блюд.
Дим, вам тарелочку дать? Сразу разложить салатик. Нет, я так думаю, мы в принципе вот здесь вот все сделаем. Их сильно, грубо говоря, кромсать не нужно, поэтому мы просто будем делить их пополам. Мне кажется, они слаще, да? Такими пленками. Немножко. Вы знаете, даже обычные томаты различаются по своему сорту, по сладости, по консистенции. Есть томаты, которые более сочные, есть более мясистые. Ну да. Поэтому... Вы знаете, у моей мамы была знакомая когда-то давно. Тетя Валя или тетя Галя, не помню. В общем, она говорила так: я каждое лето поправляюсь, потому что ем очень много помидор. Можно поправиться, едя помидоры? Я почему-то часто об этом задумываюсь и Кстати, вспоминаю. в таких овощах, как томаты, содержится достаточное количество той же самой фруктозы. Да? Поэтому они сладкие, да? Чем слаще, тем больше фруктозы. Конечно, вы это по своему вкусу будете ощущать. Поэтому и поправляются, да? Получается, углеводы. Ну, я не скажу, что прям это сколько ж нужно съесть помидор, чтобы... Наверное, там много было. Скорее всего, еще есть другие сопутствующие факторы. Многие просто об этом даже не догадываются или умалчивают. Да, как-то ко мне обращаются: вот я ничего не ем и почему-то набираю вес. Но так не бывает. Это шпинат. Это шпинат. Да. Очень полезная штука, но, к сожалению, противопоказана для людей, у которых есть проблемы, заболевания с почками. Да. Да. Поэтому, Витамин С. Поэтому учтите этот момент. Да, очень много здесь витаминов, минералов полезных. Стебельки мы, конечно, не будем употреблять, поэтому берем для салатика только листья. Вы знаете, в Аше это все так дешево. Вот такой пакет шпината и руккола можно купить за 60 сомов. Представляете? Я туда иду, и мне... Все на юг закупаемся. Да, там все так дешево. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, Ташкент рядом. Ташкент рядом, ну и там просто, вы же знаете, там, дефицит порождает рост цен, а дефицита там, скорее всего, нет. Да, скорее всего. Поэтому все и дешево у нас. Салат у нас очень простой. Это вот будет у нас шпинат с помидорками. Мы, в принципе, это можем даже не перемешивать, но давайте все равно как бы так вот сделаем. Вот. Ну что, Немножко, буквально 5 грамм мы добавляем растительного масла. И я не вижу у нас соль на столе. Я сейчас достану, не проблема. Я еще помню, где у меня соль. Растительного масла. Больше не нужно. Щепотку соли. Вот, кстати, миф о соли, да, многие думают, что на ПП солить вообще нельзя. Да. Абсолютно неправильно. Солить нужно всегда и в меру, не переедать просто. Потому что бывают такие случаи, когда человек отказывается от соли и наоборот начинает текать. Объясняю почему. Соль — это натрий, это один из Важнейших микроэлементов в нашем организме. Микроэлементов в нашем организме. И от него отказываться категорически нельзя. То есть, когда у нас идет отказ от соли, у нас недостаток натрия в организме, и водно-солевой баланс в организме нарушается. И казалось бы, да, человек думает, что он от соли откажется, как вот есть пресловутое мнение, что от соли нужно отказываться. Нет, отказываться не надо, нужно просто ее в меру потреблять. Любая крайность – это крайность, девочки. Я всегда об этом говорю. Вот и Дима не даст мне соврать. Любая жесткая диета, любой отказ от соли, не знаю, я вообще противник таких жестких мер издевательства над своим телом. В крайности, особенно когда человек вел, ну, прям категорически, да, неправильный образ жизни, и тут он решил сразу моментально и по-жесткому присесть на какую-то диету, заняться спортом, возникают проблемы с организмом. Поэтому, друзья, из крайности в крайность не давайтесь, и к любому смене образа жизни нужно подходить планомерно и постепенно, без фанатизма. Во избежание стресса, который является для нашего организма очень таким неблагоприятным, правильно? Стресс иногда бывает положительным, иногда отрицательным, но я не сторонник. По селье, да. Крайних нет. Мы немножечко так лимончиком украсим. Красота. И у нас такой будет такой вот замечательный салатик. И вот как раз наша рыбка готова. Ура!
Я ее принесу, да? Можете запечатлеть. Штуку Да, вот. Вот такая вот у нас рыбка получилась. И сок, да, выделился немножечко? Мы специально на такой разносик положили, чтобы сок он оставался в поддоне и чтобы рыбка этим соком пропитывалась. Но это больше жирок вытек, как раз тот лишний, который нам в принципе и не нужен. Не нужен. Да, поэтому мы сейчас кусочками все это будем вытаскивать. Лишний жирок у нас останется. Я поняла, чем отличается от духовки. В духовке очень большое пространство, нету вакуума. Здесь такое вот, кстати, ограниченное пространство, и оно Поэтому все это, быстрее готовится, да. нежели в духовке. Окей. Вот, ну что, будем сервировать? Давайте. Итак, друзья, у нас в принципе наш ПП обед готов, поэтому мы... Аппетитная, сочная, нежная. Ой, такая, смотрите, прям смотрите, какая сочная, аппетитная и красивая. почти как женщина, да? Самый красивый кусочек. Вот у нас сочная, тут еще. аппетитная, красивая. Вот смотрите, она настолько нежная рыбка, что она у нас даже Да. немножко подразвалилась. Ну ничего страшного, это же ПП. Она ПП. должна быть самое главное полезной. Но я вообще эстет по своей натуре и люблю, чтобы все было красиво. А тем более, когда мы готовим какое-то правильное питание, оно у нас должно быть выглядеть Я скажу очень так, это не эстетично. Дима виноват, это я виноват, потому что я не купила щипцы, да? И вилкой пришлось это все Ничего вытаскивать. страшного. Так, и наш Вот. второй кусочек, я вот Да, его вот так с ней постараюсь. понежнее, прям вот Понежнее, да, понежнее. чтобы он у нас целый. Так дошел. хочется рукой схватить, честно. И сразу съесть. Да, и сразу съесть. Может быть, помочь вам? А, нет, все равно он кусочек отвалился. Этот. Да. Надо было ложку. Но это хороший показатель. Это хороший показатель, потому что, сварилось. да, то, что у нас рыбка будет очень нежная и сочная. Так. Так, Теперь салатик. теперь салатик. Да. Рыбка на подушке из салата, из салатных листьев. Ну, салат у нас особо никакой энергетической ценности не несет, но нужен так он нам для эстетики. Вкусно. У нас будет помидорчик, шпинатик. У меня была подруга, мы с ней часто ездили на Мадину, кушали лагман, когда я работала в поликлинике. И так А интересно. кто туда не ездил? Да, и так интересно, у нас 2 порции лагмана. У нее остается только вот эта вот жижа с этими, с овощами, а у меня только тесто, я съедаю овощи. Я говорю, нам с тобой 2 порции собрать будет одна нормальная порция лагмана. Я люблю вот такие вещи, я всегда это ем. Особенно, когда знаешь, что это еще и полезно, шпинат, лимон. Лимончик можно им также дополнительно выжать его на рыбку. Вот, и у нас вот такой вот получается романтический ПП ужин на двоих. Красиво, очень красиво. Сейчас будет романтический ПП ужин на 4 с оператором. Ну там на всех хватит, как я сказал, вот Да. одной такой рыбки хватит на ужин. Вот особенно я рекомендую именно рыбку, когда мы говорим о правильно сбалансированном питании, как раз таки употреблять на ужин. На С салатиком без гарнира. Возьмите, пожалуйста, ручки, мы сделаем красивое такое фото для стоп-кадра. Друзья, на нашем YouTube-канале будут еще суперские рецепты, да, у нас с Димой большие планы вообще. Да. Рассказывать вам о красоте, все, что мы знаем, развенчивать все мифы, говорить о том, что можно дома в таких вот обычных условиях, просто без всякого пафоса, да? Айнур, ну ничем не ресторан. Ну, ничем не ресторан, единственное, тарелочки красивые. Все, подписывайтесь на наш канал, плейлист видео на русском. Пишите, комментируйте, о чем вам интересно, обо всем будем снимать. Все, давайте быстрее.